Начало парада у стен Кремля в 10 утра. Для досмотра и термометрии прийти на площадь Тысячелетия рекомендуют на полчаса раньше. Кроме парада, здесь весь день выставка военной техники, полевая кухня, а с 7 вечера концертная программа, народное караоке и тысячный хор «Поющая Казань». Несмотря на то, что мероприятие проходит на улице, приветствуется маска. Если вы имеете на день проведения мероприятия температуру, если у вас есть проявление катарального характера, то, конечно, посещение мероприятия, посещение своих близких в этот период лучше воздержаться. Другая колонна исторической техники доставит праздник прямо под окна героев. Это парад у Дома ветерана. Формат появился в пандемийный 2020. Легендарная «Катюша» и полуторка, которая превратится в неформальную сцену, проедет по всем территориям районов города Казани и остановится около мест проживания ветеранов с небольшой концертной программой. Волонтеры Победы обязательно зайдут к ветерану, поздравят. В Парке Победы тоже традиционно обширная программа с самого утра. Цветы к вечному огню, в полдень фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы», с 3 часов концерт, а в 6 вечера мелодии 30-х и 40-х в исполнении оркестра. Акция «Бессмертный полк», как и год назад, пройдет в онлайн-формате. Заявку можно подать на сайте 2021polkrf.ru. В ответ пришлют время прохождения вашего героя в виртуальном строю. Для тех, кто не привык праздновать дома, по всей республике торжественную программу готовят театры и музеи, библиотеки, парки и скверы. Вот на этой неделе учреждениями культуры планируется провести более 300 мероприятий с предполагаемым охватом непосредственных участников около 15 тысяч человек. Обширный список мероприятий и для молодежи Татарстана. Исторические квесты, интерактивные выставки. В новом парке УРАМ годовщине Победы посвятят республиканский фестиваль экстремальных видов спорта. Еще один способ сказать спасибо героям – общероссийская акция «Красная гвоздика». Акция направлена на организацию, в том числе медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Значки «Красная гвоздика» можно приобрести не только онлайн, но и в общественных местах, парках, скверах. В Татарстане сейчас проживают 435 участников Великой Отечественной войны. Больше 100 фронтовиков мы потеряли только за последний год. День Победы завершится салютом над акваторией Казанки в 10 вечера. Лина Знатульна, Игорь Романов, ТНВ Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.